одном из прошлых уроков по интеграции Arduino и Lego I2C я говорил о том, что нам необходимо смоделировать коробочку, куда мы бы положили датчики света. Но возникает вопрос, а как же нам моделировать данную коробочку? Всем привет, это Beyond Curriculum, меня зовут Даниил, и сегодня я вам расскажу о том, что такое CAD или SAPR, и что такое 3D-моделирование, и сделаем первые свои шаги в программе Fusion 360. Цели данного урока — это знакомство с понятием CAD или SAPR и программой Autodesk Fusion 360, плюс ко всему знакомство с понятием графических примитивов и создание первого чертежа. Что нужно знать и уметь? Это первый урок, поэтому слишком много знать и уметь не нужно. Но будет очень замечательно, если вы уже прошли базовый школьный курс черчения, который чаще всего проходит в 9 классе. Плюс ко всему не лишним будет знание информатики на уровне 8-9 класса, так как интерфейс любой CAD-программы довольно-таки замудренный, и поэтому, скажем так, умение разбираться здесь не помешает. Ну и умение пользоваться компьютером прежде всего, потому что необходимо установить программу для 3D-моделирования, плюс необходимо научиться в ней работать и, как я уже сказал до этого, разобраться в том, что там и как. Но об этом я вам помогу на протяжении всего курса. Итак, что же такое CAD? Это Computer Aided Design или система автоматизированного проектирования, на русском также SAPR. Это программное обеспечение, необходимое для проектирования, в том числе 3D-моделей. И вот здесь справа вы можете видеть типичный проект 3D-модель какого-то двигателя или механизма, который у нас сделан в системе проектирования. Но на самом деле стоит учесть, что не обязательно в CAD или в SAPR проектируются 3D-модели, то есть на самом деле там может проектироваться и, допустим, плата на текстолите, там может и проектироваться, например, проект для лазерной вырезки из фанеры, то есть там может быть что угодно. Конкретно в данном курсе я бы хотел сделать упор именно на 3D-моделирование. Какие есть системы автоматизированного проектирования? Это знакомые нам Autodesk 3D Max и Autodesk AutoCAD, плюс также известный SolidWorks, и на русском языке, если говорить, то это Compass. Но все же так или иначе мы решили начать этот курс именно по Fusion 360. И возникает вопрос, а что же я могу сделать и зачем мне это делать? Ну, 3D-модели различного плана для роботов и всевозможных поделок. То есть, к примеру, я сейчас показываю рендеры 3D-модели, то есть это рендер, это определенная визуализация того, как будет выглядеть ваша модель, если она будет сделана из определенных материалов в реальной жизни. То есть здесь та самая коробочка для датчиков, которую мы печатали на уроках, а здесь у нас отдельная деталь, скажем так, с барашковым болтом, винтом. Здесь также нога робота, которого мы делали в 2020 году с Витей и Дильназ. То есть я также сделал рендер. То есть большинство деталей, которые вы будете использовать в своих роботах, они будут, скорее всего, разработаны именно вами и напечатаны на 3D принтере. И как раз таки сегодня мы постараемся сделать свой первый чертеж. Но возникает вопрос, почему же все-таки Fusion 360, а не 3D Max или Autodesk? В первую очередь, простой и удобный интерфейс. Возможно, кто-то не согласится, в целом программа для 3D-моделирования довольно специфичная в своем интерфейсе, то есть если мы работаем в каком-то офисном пакете Word или это PowerPoint, то там все понятно. Ты нажимаешь на предмет, двигаешь мышкой, и он понимает, что ты хочешь его подвинуть. Нажимаешь что-то, выделяешь, он понимает, что ты хочешь что-то с этим объектом, например, изменить размер. Там все не так просто, то есть буквально хочешь передвинуть объект, нужно выбирать операцию передвижения, хочешь его уменьшить, увеличить, опять-таки нужно выбирать соответствующую операцию, плюс еще очень много подводных камней, поэтому довольно сложно. И тем не менее, по сравнению с другими системами проектирования, Fusion имеет довольно простой и удобный пользовательский интерфейс. Плюс ко всему, самая главная причина — это, пожалуй, бесплатная образовательная лицензия. Компания Autodesk просто очень щедро раздает бесплатную лицензию абсолютно всем, кто учится в университете или школе. Я думаю, мы отдельно запишем урок о том, точнее видеоинструкция о том, как получить образовательную лицензию, то есть чтобы все было официально и законно, и плюс ко всему, чтобы работали все функции, если вы учитесь в школе или любом другом учебном заведении, чтобы наглядно показать вам,
как получить лицензию. Ну, если забегать немножко вперед, там необходимо будет просто взять справку с места обучения, желательно на английском языке, и просто послать скан-копию этой справки непосредственно на сам сайт Fusion 360, и вам дадут лицензию. Но более подробно о том, что это делать и как в деталях, мы расскажем чуть-чуть позже. Вернемся. Почему Fusion 360? Помимо прочих плюсов, у него есть возможность делать модели, симуляции, анимации, рендеры. То есть это многопрофильная программа, тем не менее направленная на механический дизайн. То есть если у нас есть, допустим, AutoCAD, в котором можно делать и механический дизайн, и те же самые архитектурные чертежи, или есть у нас Autodesk Maya, в которой можно делать мультики, то здесь у нас чисто механический дизайн, и в этом, пожалуй, и прелесть данной программы, потому что она специализирована чисто под наши нужды робототехники. И в данном случае специализация, на мой взгляд, идет не во вред. Итак, перейдем теперь к самой главной части урока. Что же такое графический примитив? Это простейший геометрический объект, который отображается на экране дисплея или рабочем поле графостроителя. То есть это может быть точка, это может быть линия, это может быть какая-то геометрическая фигура, несложная, например, треугольник или дуга или эллипс, то есть whatever. И как раз таки на основе графических примитивов мы будем с вами делать чертежи, а затем и 3D модели. Давайте непосредственно перейдем в саму программу Fusion 360 и попробуем разобраться с тем, как с ней работать. На самом деле вариантов создания моделей есть два. Мы можем начать либо с чертежа двумерного, либо сразу перейти к созданию трехмерных объектов. Я предпочту все-таки использовать первый вариант с 2D чертежами, потом делать экструдирование моделей в пространстве, потому что он все-таки более мне привычен, да и плюс ко всему более удобен. И вы впоследствии узнаете почему. Но на самом деле никто не запрещает делать то же самое и сразу с трехмерными объектами, тем более я покажу и тот способ. Давайте начнем с самого начала. В первую очередь, чтобы нам сделать модель, нам необходимо начать точнее делать чертеж. Мы нажимаем на кнопку Create Sketch, вот она слева всегда. И затем, что мы делаем, пожалуй, выбираем плоскость, в которой мы будем это все делать. Это плоскость либо XY, либо XZ, либо YZ. То есть одну из трех. Чаще всего мы выбираем плоскость нижнюю, то есть, проще говоря, пол. И на полу начинаем уже рисовать, то есть это плоскость XY. Как только мы ее выбрали, у нас переключился вид. То есть давайте сразу разберемся по интерфейсу, что у нас здесь есть. У нас есть куб, с помощью которого мы можем все вращать, то есть смотреть в пространстве. Тем не менее, если вы вдруг хотите вернуться на вид сверху, нажимаете сюда топ и возвращаетесь. Хотите что-то перевернуть? Вот у вас есть стрелочки, нажали, все перевернулось. То есть плюс ко всему, у нас есть вот такая даже функция, то есть орбит. Тоже вместо того, чтобы вращать куб, вы можете вращать пространство с помощью этой кнопки. Далее можно посмотреть на что-то. Плюс есть план, то есть вы можете просто влево, вверх, вниз мотать. Можно увеличивать, то есть просто вот так делаем, либо вот так. На самом деле это проще делать и колесиком мыши. Далее что у нас есть? Вы рисуете окошко, и оно увеличивается. И в целом это главные функции, которые будут по сути использоваться. Но давайте вернемся к нашему чертежу. Вот так и вот так. Что у нас здесь есть? Чем богаты? У нас есть в первую очередь линия. Давайте попробуем нарисовать какую-либо линию. Чаще всего мы отталкиваемся от центра. То есть вот у нас линия, далее вот линия и вот линия. Поздравляю, мы только что создали прямоугольник. Но что если я хочу создать прямоугольник не линиям, а, скажем так, просто как прямоугольник? Выбираем Two Point Rectangle и выбираем точку, от которой мы хотим рисовать. Более того, вы видите то, что можно указать размеры. Это мы сейчас и сделаем. Я хочу прямоугольник размером 2 см на 2 см. Стоит отметить, что размеры у нас все идут именно в миллиметрах. То есть 20 см это будет 200 миллиметров. Окей, давайте сделаем тогда не 20 см, а 2 см. 20 мм на 20 мм. То есть мы буквально указываем здесь размеры в этом окошке. Либо же берем и делаем их вручную, то есть вот так, мышкой. И размеры здесь указываются также в двух окошках. Если вы хотите поменять размер, нажимаем вот сюда и, допустим, пишем 25. Нажимаем Enter и, как видите, оно увеличилось. Допустим, что я еще могу сделать? Я могу создать окружность. То есть вот самая простая окружность. Тут стоит быть, причем очень-очень внимательным, потому что у нас здесь указывается именно диаметр, а не радиус окружности, поэтому здесь в целом следует быть прям крайне внимательным, потому что если вы укажете все-таки радиус, это будет вам стоить больших ошибок. В то же время, например, в том же самом Autodesk 3D Max, там вы будете указывать
радиус, и это вызывает большую путаницу, особенно если вы переключаетесь с одной программы на другую. Что еще есть из полезного? Это возможность сделать отдельные дуги, мы это рассмотрим попозже. Возможность сделать полигоны, например, я хочу сделать писанный шестиугольник, то есть я буду его использовать, или наоборот описанный вокруг окружности. Дальше возможность сделать определенные эллипсы, то есть здесь мы в целом делаем это вот так, крайне просто. И, пожалуй, из всего, что нам нужно, это все. Например, существует такая ситуация. Я хочу взять и измерить расстояние между вот этими двумя сторонами. Что я делаю? Я беру Inspect, нажимаю сюда и затем нажимаю сюда. То есть между двумя объектами. И вот мы видим, сколько расстояния между двумя дугами. А, например, я хочу узнать длину самой стороны шестиугольника. Я беру вот этот инструмент, который Sketch Dimension, и навожу его сюда. И далее уже сюда вывожу его размер. После этого я могу его, например, увеличить, сделать 26. И тем самым вы видите, у меня автоматически увеличивается весь шестиугольник. Очень удобно. Плюс ко всему я могу сделать зеркальное отражение объекта. То есть сам объект у меня будет, пожалуй, вот эта линия, и сам mirror будет вот здесь. То есть mirror line. И вокруг, получается, вот этой оси, выбранной нами оси, у нас будет отражен объект. И вот та самая линия. Я думаю, пожалуй, здесь довольно-таки понятно уже с тем, что мы можем сделать. То есть, а именно, мы можем сделать все, что угодно абсолютно. Ну и последнее, пожалуй, что покажу, это то, что мы можем не только рисовать линии, но и еще, и, как видите, вот здесь указывать их угол. Например, хочу 45 градусов. После этого работает все крайне замечательно. Хочу 100. Все. Линия нарисована длиной 100 и мера угла 45 градусов. Давайте теперь попробуем сделать из этого 3D модель. Нажимаем Finish Sketch. После этого уже можем повернуть немножко наше пространство и выбираем вторую кнопку Extrude. Далее нажимаем на саму область, которую мы хотели бы вытянуть вверх. И начинаем ее вытягивать. Либо вручную, либо здесь указываем. Например, хочу 100. Далее, к примеру. Кстати, если вы делаете один чертеж, то смотрите, я вытягиваю только один объект, остальные чертежи у нас уходят. Поэтому, если вы хотите делать разные объекты разной высоты, то на каждый объект нужно будет делать отдельный чертеж. Далее, я хочу, например, выдвинуть только вот эту часть без внутренней окружности. Допустим, хочу сделать какой-то футляр. Выделяю только ее и выдвигаю только ее вверх или вниз. А хочу, например, взять и выдвинуть и то, и другое, то выделяю в целом еще одним кликом мыши окружность внутри, и вот у меня получается уже просто шестиугольник. Возможностей просто масса. Можно выделить и все это в том числе. Далее просто нажимаем ОК. И как видите, у нас появились первые 3D объекты. И с чем можно вас поздравить. И, пожалуй, то, как можно создать отдельно, например, коробку или цилиндр или сферу. Заходим вот сюда в область Create. Проходим немножко вниз и видим здесь Box. Далее выбираем опять-таки плоскость, от которой у нас будет идти основание. Я хочу, чтобы у меня этой плоскостью была вот эта часть. Вот здесь. И далее рисую коробочку и затем указываю ее высоту. 25 на 25 на 25. Например, хочу сделать цилиндр. То же самое, пожалуй. Делаю цилиндр. Выбираю плоскость. Хочу на этой плоскости теперь. Вот так. Пусть будет 100. И теперь вот сюда. Самое интересное, что мы можем здесь вот так редактировать радиус этого самого цилиндра. И, пожалуй, еще один пример. Это сфера. Делаем сферу на этой плоскости. Выбираем здесь место. И опять же указываем ее диаметр. Пожалуй, это самое простое, что можно сделать в данной программе. Я уже показывал пример того, как могут выглядеть различные рендеры, как все это в целом происходит. Мы этого коснемся еще дальше, в дальнейших курсах. Весь курс у нас рассчитан на 10 уроков. Но на сегодня это, пожалуй, все. То есть самое простое, что я хотел, это именно, чтобы вы ознакомились непосредственно с самой системой 3D моделирования. В дальнейшем, после нескольких уроков, когда мы будем делать более сложные объекты, я их обязательно буду распечатывать на 3D принтере и показывать в итоге, что получилось. Потому что теоретический чертеж не обязательно будет равен практическому чертежу. И также поговорим о том, как сделать так, чтобы на самом деле те объекты, которые вы задумали, печатались ровно такими же по размеру, по структуре, по форме, как вы и хотите.
Ну а на сегодня у меня все. Если вы хотите попрактиковаться в ваших навыках, обязательно приходите в American Space и Makerspace в 11 городах Казахстана. Здесь вам всегда дадут и набор Arduino, и ноутбук, и любое другое оборудование. Более того, здесь даже есть 3D принтеры и очень много разных пластиков, которые вы можете использовать. И все это абсолютно бесплатно. Не забывайте заходить к нам в школу, писать свои отзывы об уроках, выполнять домашние задания, приглашать друзей работать вместе с вами. На этом у меня все. Всем большое спасибо. До скорых встреч.